Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях участник СВО из Стерлитамака, старший стрелок-пулеметчик 2-го батальона имени Салавата Юлаева войск Росгвардии России. Ефрейтор Айдар Ишбулдин. Айдар, здравствуйте. Здравствуйте, я рад вас приветствовать. Какой дух у ребят на СВО? Каждый батальон он отличается своим боевым духом. В 2-м батальоне очень много ребят со всех уголков нашей России. И я познакомился с ребятами из Бурятии, познакомился с Сибири, с Омска, познакомился с Тувы, познакомился. Многие ребята у нас с Амурского, с Дальнего Востока. Ну, костяк, да, фундамент этого батальона формируется. Костяк – это ребята с Башкирии. Вам было важно служить именно в башкирском подразделении? Да, у меня не получилось попасть в состав 1-го добровольческого батальона имени Шаймуратова. Также и доставало. Но вот, слава богу, спасибо судьбе, что я вступил в ряды 1-го батальона имени Салавата Юлаева. Я, получается, подписал контракт в 22 году. 10 ноября вступил в ряды 1-го батальона, который формировался на базе... В 2022 году? Да, в 2022 году. Боевое слаживание я проходил на базе 29-го отряда. Как раз это был первый мой контракт. Прослужил с этим батальоном 1 год, а потом взвод разведки, получается, был переведен во 2-й батальон. И наш первый комбат Тимоха, он был переведен, то есть возглавил 2-й батальон, тоже поднимал. То есть на ноги его. Это вы говорите о батальонах Салавата Юлаева, да, 1-й и 2-й. Да, сейчас вы во 2-м служите. Да, сейчас, получается, мне посчастливилось, как и в 1-м батальоне, приобрести большой опыт, друзей. И я, кстати, благодарен, что, у нас и командир 1-й роты, где я служил, сталкер в 1-м батальоне, был краповым беретом. И в данный момент у меня командир роты краповый берет с 29-го отряда. Очень достойно. У нас очень много, достойных командиров. Да, достойных командиров и бойцов. А сейчас посмотрим кадры из документального фильма Владимира Соловьева. Там есть и ваше подразделение. Так точно. Где снимали? На каких направлениях? Это, получается, на линии огня. Документальный фильм снят. Где это было? От нашей 116-й бригады. Это в Белгородской области. На границе с Харьковской фильм был снят. Это очень такой насыщенный, настоящий такой. Это ваши сослуживцы, получается? Да. Это, получается, снято о нашем полку. А вы есть там? Не, в сюжете там нету. Крайний раз, когда Владимир Соловьев приезжал, это, получается, месяц назад, мы еще на задаче были. Как раз в этом сюжете, получается, в составе 1-го, 2-го батальона первый человек, военнослужащий, который представлен к званию Героя Российской Федерации, Шамиль Гасанович Магомедов. Он представлен к званию высшему, это Герой Российской Федерации. На задаче, получается, которую мы выполняли в Харьковской области при заходе на позиции, то есть у нас была ротация плановая, в подвал подразделения, то есть, получается, 9 человек зашло, он 9-й был. Противник заметил и решил нанести удар FPV-дронами. Шамиль закрыл спиной, от удара FPV он загорелся, он получил 60 осколов от этого удара, как рюкзак у него загорелся. Таких историй очень много, геройских, мужественных, которые достойны подвигов. И это ваши сослуживцы, с которыми вы воюете бок о бок там за ленточкой. Да, и как сказать, я очень горжусь, да. И эти люди, которые я их видел в деле, это самые настоящие друзья, они ближе, чем некоторые родственники мои. А вы сами откуда? Я сам рожден в городе Стерлитамаке. До 18 лет я прожил в Камчатском крае, на Камчатке. Папа у меня строил подводные лодки. Наша семья проживала в Петропавловск 50 сначала. Получается, мне посчастливилось там увидеть один Камчатский край, одну границу нашей великой родины. Потом я служил после Башкирского аграрного университета, закончил экономфак. Потом вступил в ряды Минобороны, то есть, получается, служил в армии, срочную службу в Североморске, Мурманской области. То есть я проживал и как в Камчатском крае, на полуостров Камчатка, и Кольский полуостров. И был и в Заполярье, и в Камчатском крае. Но чувствуете вы себя стерлитамакцем? Да, я же родился, моя родина. Это Башкортостан. Да, Башкортостан, такой город Стерлитамак. Как встречает в родном Стерлитамаке? Первым делом, когда приезжаем в отпуск, мы
все собираемся, то есть, получается, с Уфы, с Стерлитамака, с ближайших районов, и сразу едем на кладбище. Такой вот долг чести. Мы их не забываем, наших ребят, всегда помним, чем можем, тем их помогаем. То есть мы постоянно с родителями, вдовами на связи находимся, да. Память о героях, она навсегда с нами останется. В наших сердцах, на страницах учебников, может быть, вот в фильмах, как документальных, так и художественных. Вы буквально не так давно приехали в свой очередной отпуск. Удалось вам восстановиться, отдохнуть? Удалось или нет? Да, восстановиться все, да, конечно. До дома, говорят, и стены помогают. Просто как бы комфортно родных, близких, когда видишь. У нас в Башкирии очень красивые девушки. Вот этот знаменитый клип группы «Йолла». Это были все восхищены красотой этой девушки. Адель, если не ошибаюсь. Вы на передовой смотрите? Слушайте Это эту когда песню на передовой? Мы когда на ротацию как бы выходим, то есть мы, получается, Следите за новостями? да, и просто все как бы там слушаешь, а что это за песня? Это говорит, с Башкортостана, как бы ваша группа, то есть это вообще просто... А вам самому нравится такая песня? Да, она очень как бы... Ну, это же все равно же, как, кстати, я сам по национальности башкир, там все равно же какие-то переливы, вот тюркская кровь, как бы, как, кстати, там... На весь мир Башкортостан теперь известен. Да, трогает, как бы, как, кстати, в Башкортостане очень много наций проживает, и православные, и, как, кстати, и чуваши, и все они вместе с нами служат. Мы выполняем одну цель – защита нашей великой Родины. А сейчас вернемся к СВО. Вы устанавливаете поклонные кресты в Донецкой Народной Республике и у нас здесь, в Республике Башкортостан. Да, получается, на данный момент, вот, получается, 8-й поклонный крест, он был доставлен. 7-й и 8-й поклонный Вот крест. здесь у нас на фото это где? Это под Макеевка, это Зарянка. Вот это, получается, возле Снежного. ДНР, да? Это ДНР, да. Все в ДНР они установлены. Вот сейчас, в данный момент, это вот установили возле ПГТ Горняцкая. Это Башкортостан, Октябрьский. А зачем вы это делаете? Поклонные кресты мы начали устанавливать с 23-го года. У меня друг, директор строительной компании Салават Зайниев. Он тоже родом из Стерлитамака? Да, он тоже родом из Стерлитамака, да. И мы с батюшкой встретились, и он говорит, да, это, говорит, прекрасная идея. Он очень удивился и задал первый вопрос Салавату мне. Вы же мусульмане, говорит, почему вы нам, православным, как бы вот так помогаете веру православную возрождать, устанавливаете поклонные кресты? Я говорю, Бог един, есть такая возможность. Благими намерениями, как бы. Вот когда я принимал участие в специальной военной операции, я, конечно, не видел поклонных крестов, но во время захода в Луганскую Народную Республику на перекрестке бабушка стояла с консервой, и она крестила нашу технику. То есть я хоть и мусульманин, но мне очень приятно, что бабушка, так сказать, молилась за нас. Когда мы стояли в одном населенном пункте в ДНР, и добрые слова говорили в адрес нашего первого батальона, Салават Юлаев, они настолько были восхищены, куда-то обращались, чтобы этот батальон никуда не уходил. Там бабушки, пенсионерки и так далее. Кому-то забор надо как бы сделать. Когда мы выходим с боевой задачи на ротацию, командир второго батальона, он всегда говорит, надо, говорит, обязательно, когда будет обращаться местное население. То есть мы периодически помогаем. А ведь вы помогаете не только местному населению, вы еще и берете патронаж над детскими домами, восстанавливаете местные храмы, то есть занимаетесь благотворительностью. Можно ли сказать, что это и есть та самая народная дипломатия? Чем больше ты общаешься, помогаешь, то вот, получается, в Шахтерск наш батальон ездил второй, и в детский дом Шахтерск мы отвозили. Потом школьники нас приглашали с Шамилем, вот как раз с Магомедом, которые писали название Герой Российской Федерации, посещали, то есть они вопросы Общались задавали. Да. А вот до специальной военной операции... Вы были в службе, начальник службы безопасности. Начальник службы безопасности. Имели Успешная хорошую работа. должность и пошли защищать нашу страну. Почему? Потому что как бы со стороны мамы, дедушка, он воевал, он со стороны отца моего, тоже дедушка. Слава богу, они оба живыми вернулись. Мой брат старший в армии служили, отец служил. У нас все как бы в семье, с уважением относятся к военным. Да, долг родине. Да. И династия должна как бы сохранять. Теперь уже вы создаете новые традиции. Да, и кстати, чтобы когда мы встретимся с дедом там на небесах, чтобы мне не было стыдно. На этих кадрах глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров вручает вам медаль Минигали Шаймуратова. Да, это было очень почетно, очень волнительно. Я не ожидал. В колонном зале. Да, мне сообщили, замполит сообщил где-то примерно за 3 дня. А когда это было? Это было в 23-м году, это первый мой отпуск. Я еще служил в первом батальоне.
На ухо ему сказал: Радий Фаич, спасибо большое за то, что помогаете нашему батальону. Самое главное, чтобы все это закончилось, чтобы победа была за нами. А чем планируете заниматься после завершения СВО и нашей долгожданной победы? В какой-то момент я вот подумал, как сказать, была бы возможность у меня машина времени вернуться, да, не экономистом выучился, я бы, наверное, пошел бы на геолога или кто-нибудь дороги строит, чтобы созидать что-то, ну, как бы, какое-то строительство, скорее всего, пошел, как бы, как сказать, наверное. Вот. После СВО какой-то момент тишины поймать, перезагрузиться или где-то... Морально отдохнуть? Да, морально, скорее всего, духовно. Все еще впереди. Да, духовно восстановиться, как бы, а потом, наверное, быть полезным. Мы уверены, все еще будет впереди. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Вам спасибо большое за приглашение. Благодарен вам очень, как бы, желаю вам процветания, да, здоровья, самое главное. И очень рад был с вами познакомиться, с очень красивыми, приятными людьми. Спасибо большое. До свидания. Передавайте своим сослуживцам привет. И Спасибо. крепкого здоровья. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был участник СВО из Стерлитамака, старший стрелок-пулеметчик 2-го батальона имени Славата Юлаева войск Росгвардии России. Ефрейтор Айдар Ишбулдин. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.